Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева. И в начале главные темы выпуска. Важное событие в новой истории региона. В глазах этих людей было написано «Мир и порядок». Исполнилось 20 лет со дня принятия Конституции Чеченской Республики. О том, как тяжело было провести референдум в тех условиях и какие надежды на него возлагались, расскажем в нашем эфире. Мир и порядок. В регионе состоялся съезд народа Чеченской Республики, в котором принял участие руководитель субъекта Рамзан Кадыров. Подробнее в этом выпуске. Время добрых дел. В первый день месяца Рамадан я с удовольствием хочу объявить о начале акции «Мир особенных детей». Заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова запустила благотворительную акцию для особенных детей. Рамзан Кадыров принял участие в заседании съезда народа Чеченской Республики первого созыва, приуроченного к 20-летию Конституции субъекта. По случаю праздника в спортхолле «Колизей» собрались многочисленные официальные лица, а также религиозные деятели, представители общественных организаций, муниципалитетов. Всего собралось более 4000 участников. Кроме того, здесь состоялось избрание рабочего президиума, мандатная и счетная комиссия. Собравшиеся отметили огромное достижение за прошедшие 20 лет. Это и полное искоренение терроризма, а также колоссальные результаты в сфере культуры, образования, здравоохранения и других социально-экономических направлений. Sağdağına referandum hiliyiz ala arboylaş boyuş iz kajtaşın betk urnuşun betdağın imetkiş egeriş diyaç minna şuhş vaskş federalne strukturstağına nahalüç çubuğuştağın amdağına ertedali tuam bahballaş bolçnaha mossumadağın lirikdağın delah del vaqwadağın وقومت يحضن دار يزن خلدي اشتاق يد خلي الجدانة صنع ديدهم درستان سنقان إذ أعمل عش بحندش يوخ أمودان سولي لاشتك سودان بقلا دان ديل دان يخوش أم ديل يخوش أمودان سولي لاشتك ديلاتse طنان ديت ديني كاتشك ودان. Расширенную версию этого материала смотрите в нашем эфире. Заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова в первый день священного месяца Рамадан объявила о начале благотворительной акции «Мир особенных детей» в поддержку детской реабилитации. В рамках нее каждый неравнодушный может помочь приобрести средства передвижения, а также совершить другие добрые дела. Подробнее в следующем материале. Долгожданный и всеми любимый Рамадан – лучшее время для совершения добрых дел. Неудивительно, что заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова выбрала именно это время для проведения благотворительной акции «Мир особенных детей». Сегодня, в первый день месяца Рамадан, я с удовольствием хочу объявить о начале акции «Мир особенных детей». Ее цель – привлечение внимания общества к особенным детям, пациентам детских реабилитационных центров Чеченской Республики. Это наш маленький вклад в созидательную политику главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который, как мы знаем, всегда относится с большим вниманием и трепетом к вопросам здоровья детей и в целом развития здравоохранения. Принять участие в акции смогут все желающие. Само участие выразится совершением одним из благих дел, приобретением так необходимых для их повседневной жизни средств передвижения, ходунков, колясок, функциональных кроватей, а также одежды, игрушек и совершением других добрых дел. Постоянно обновляющийся список детей с их потребностями будет находиться у руководителя детских реабилитационных учреждений. Он будет в публичном доступе. Акция продлится весь месяц Рамадан, а каждый участник получит дипломы с благодарностью. Призываю всех неравнодушных людей принять участие в акции «Мир особенных детей». Стартовала она с Республиканского детского реабилитационного центра. Акция направлена на поддержку детской реабилитации в регионе посредством привлечения внимания общества к особенным малышам.
Чуткое внимание уделяет заместитель руководителя секретариата Хутмат Рамзановна, и благодаря этому идет активное развитие реабилитации в республике, улучшается материально-техническая база, привлекаются специалисты. Дети встретили почетную гостью трогательными стихотворениями и нашидом. Далее Хутмат Кадырова встретилась с теми, ради кого проводится событие – детьми с ограниченными возможностями здоровья. После памятного фото малышам и их родителям вручили новые средства передвижения от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Без внимания не оставили и остальных маленьких пациентов центра. Всем им также вручили подарки от фонда. Участники могут помочь маленьким пациентам, реализовав их нужды, в том числе приобретением ходунков и колясок, твердого инвентаря, одежды и игрушек, а также других добрых дел в зависимости от реальной потребности. По окончанию выдается диплом с подписью заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадыровой. Продлится событие весь священный месяц Рамадан. Принять в нем участие может любой желающий. Мадина Нуцалчиева, Сайд Али Ампукаев, Магомед Бараханов, Сайд Амин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В благотворительной акции «Мир особенных детей» от Хутмат Кадырова уже активно принимают участие. Официальные лица республики подарили ребятишкам все необходимое. Обо всем по порядку расскажет Луиза Яхяева. Первую эстафету в благотворительной акции «Мир особенных детей» от заместителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадыровой приняла начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова. В Республиканский детский реабилитационный центр она приехала с целым грузовиком необходимого оборудования. Ей, как и каждому, кто примет участие в акции, вручили диплом. Дети встретили почетную гостью стихами, а она, в свою очередь, вручила малышам подарки. Следом приехала команда СМИ Чеченской Республики во главе с помощником главы региона, министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Мы видим, какие акции объявляются членами семьи Рамзана Кадырова. Все эти акции от Хутмат Кадырова и от сестер, они отражают внутреннее настроение членов семьи главы республики. Они отражают тот настрой, когда каждый из членов семьи, они пытаются внести еще больше вклад, жаждут внести еще больше вклад, лепту в благополучие нашего народа, оказание помощи нуждающимся. Мы огромным удовольствием с коллегами принимаем участие и впредь будем принимать участие. Вам выражаем благодарность за координацию, за организацию этой акции. Руководители министерств, ведомств, муниципальных организаций, всех теруправлений, комитетов призываем принять участие оперативно, дельно принять участие в объявленной акции Хутмат Рамзановны. Министр МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов также не оставил без внимания акцию «Мир особенных детей». Акция сегодня день проведения референдума, день принятия Конституции, знаменательный деду там мархебут дохле мархаду, так суна баркла Хутмат Рамзановна за эту акцию, которая именно благотворительная акция, именно для детей. Помимо спецоборудования, необходимого для особенных детей, все прибывшие гости привезли с собой море положительных эмоций. На короткое время, забыв о всех важных государственных делах, они окунулись в атмосферу беззаботного детства. Мне сегодня понравилось, что министр МВД Руслан Алханов приехал с нами покататься. Я с 3 лет мечтал работать в МВД, как свой отец.
В числе почетных гостей прибыла и руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева. Она оставила добрые пожелания в адрес детей и отметила значимость акции. Хочу выразить огромную благодарность Хутмат Рамзановне Кадыровой, которая продолжила лучшие традиции своей семьи, всегда помогать нуждающимся, никогда никого не оставлять в беде. Я думаю, что эта помощь еще раз нам напомнит о том, что особенные дети нуждаются в нашем особом внимании. Тейлрейс халил дал есть шхенах мели дулил цумелилоштек. Мир особенных детей – то, к чему может быть причастен каждый неравнодушный человек. По примеру гостей, которые внесли свой вклад одними из первых, любой может помочь по мере своих возможностей. Цель акции – привлечение внимания общества к особенным детям, пациентам реабилитационных центров. Желающие принять участие могут приобрести все необходимое – от развивающих игрушек до ходунков и колясок. В этот священный месяц каждый ребенок должен почувствовать тепло и заботу. Луиза Яхяева, Шейх Мансур Умалатов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Исполнилось 20 лет со дня принятия Конституции Чеченской Республики. Это самое важное и судьбоносное событие в новой истории региона произошло благодаря первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. О том, как тяжело было провести референдум в тех условиях и какие надежды на него возлагались, расскажут очевидцы в нашем сюжете. Луиза Бакарова в тот тяжелый период принятия Конституции Чеченской Республики была в самой гуще событий. То время она отлично помнит. Различные угрозы и беспорядки в регионе не останавливали ее. Ведь она журналист и должна была доносить до людей правду. Большая ответственность и давление преследовали ее и коллег по цеху. Однако в конце концов, несмотря ни на что, Конституцию приняли. А субъект смог наконец запустить новую ветвь своей истории. Луиза вспоминает, что все это стало возможным благодаря первому президенту Чеченской Республики, ведь именно он инициировал голосование. Журналистка также проводила опросы среди местных граждан. Мнения разнились, однако большинство считало, что республике пора обрести свою государственность и принять Конституцию. حاجة مو بس شو إيش وي تعنيزم دور تعنيق دوليش قد مش تسولنا ورمسخنة أملي لنا ويدودات Уставший от бомбежек и ужасной войны, чеченский народ, приняв Конституцию, сделал выбор в пользу мира. В ходе работы инициативной группы по подготовке проведения мероприятия были проведены сходы граждан, встречи с работниками предприятий, экспертами и не только. Было предложено 5 различных вариантов Конституции, лучший из которых был вынесен на референдум. Из более чем 500 тысяч человек, проголосовавших по проекту, 489 259 высказалось в ее поддержку. Это 95,97%. Супьян Магомадов был одним из ответственных на избирательном участке в городе Урус-Мартан, который находился в средней школе номер 5. Он вспоминает процесс подготовки к голосованию и эмоции в глазах людей. В глазах у этих людей была надежда, в глазах этих людей было написано «мир и порядок». Вот это самое главное, что я для себя запечатлел 23 марта 2003 года. Так же, как и Супьян, свидетелей тех событий осталось немало, и все они понимают, что без принятия основного закона созидательное будущее было невозможно. Этот день
Это был такой прекрасный день, даже по погоде своей, как после долгой ночи, как будто это наступает рассвет. И действительно с того дня и наступил рассвет, и люди начали возвращаться, уже переселенцы начали возвращаться, с лагерей беженцев начали возвращаться. Мы с энтузиазмом шли на референдум. Для нас это был долг. Принятие Конституции Чеченской Республики способствовало восстановлению всех институтов власти. На сегодняшний день Чеченская Республика является всесторонне развитым субъектом. Благодаря принятию Конституции в ней установлен закон и порядок, а от войны не осталось и следа. Адам Магомедов, Резван Насипов, Вести, Чеченская Республика. 43-е заседание парламента Чеченской Республики провел его председатель Магомед Даудов. На нем было принято 2 региональных закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики и о внесении изменений в статью 27 закона Чеченской Республики о градостроительной деятельности. А также в первом чтении были приняты законопроекты, обсудили знаменательную дату, день принятия Конституции региона. Сложно переоценить вклад первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который заложил основу спокойную и благополучную жизнь субъекта. Далее Магомед Даудов в честь 20-летия основного закона Чеченской Республики наградил отличившихся депутатов орденом парламента региона. В республике состоялся мотопробег в честь дня принятия Конституции Чеченской Республики. Его участниками стали более 30 человек. Это ночные волки и другие любители железных коней. Подробнее о маршруте и программе мероприятия расскажет Амина Тупелагова. В честь 20-летия со дня принятия Конституции Чеченской Республики в регионе проходят различные мероприятия. Не осталось в стороне и мотосообщество субъекта. Изначально должны были собраться 20 членов регионального отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», что символично с датой, к которой приурочен мотопробег. В итоге к акции присоединились и другие мотолюбители региона. Путь начался от площади Минутка и был ознаменован праздничным салютом над тоннелем. Колонна медленно, но уверенно двигалась по проспекту имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в сторону центра. На мотоциклах и байках флаги Российской Федерации и Чеченской Республики, в частности, с изображением легендарного человека, без которого не было бы не только праздника Дня Конституции Чеченской Республики, но, возможно, и самого региона. Благодаря нашему первому президенту, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, до сих пор, и по сегодняшний день у нас мир, созидание в нашей республике. Результат, как говорится, налицо. 23 марта 2003 года. Дата, которую без преувеличения можно считать переломной в истории Чеченской Республики. Именно тогда люди доверились Ахмату Хаджи, а сегодня, спустя 20 лет, пожинают плоды своего выбора – цветущим и самым безопасном субъекте. Организатором данного мероприятия является мэрия города Грозного. Также к этой акции у нас присоединились клуб «Ночные волки» и люди, которые им водят мотоциклы и так далее. И сегодня, как вы видели, вдоль дороги был праздничный салют, именно приуроченный к этой дате. Мероприятие, хоть и длилось недолго, но своими масштабом и красочностью заняло достойное место в летописи празднования этой знаменательной даты. Амина Тупелагова, Сайтамин Мусаев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Открытие выставки к 80-летию битвы за Кавказ на территории Кабардино-Балкарии, посвященное городу воинской славы Найчику и сражениям по его обороне, прошло в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Это вторая выставка в рамках историко-просветительского выставочного проекта «Южный рубеж», главная цель которой – сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В экспозиции представлен комплекс фотодокументов, отражающих деятельность партизанских отрядов и подпольщиков, которые действовали на оккупированной территории. Продлится она неделю. Этот проект, он важен и в плане военно-патриотического воспитания молодежи, и в плане памяти о наших защитниках. И еще, это очень важно, в плане знакомства всех наших регионов с историей друг друга. Мы рядом живем, но порой мы не знаем историю друг друга. И
Я думаю, что данный замечательный проект поможет нам преодолеть вот эти моменты. Заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Александр Круглов принял участие во встрече с династиями росгвардейцев в Москве вместе с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Мероприятие прошло в Московском президентском кадетском училище имени Шолохова. Воспитанники учреждения рассказали гостям о себе и своих семьях. Артур Круглов, сын офицера, является продолжателем военной династии в 4-м поколении. Представители их рода в разные годы самоотверженно выполняли свой воинский долг и продолжают стоять на защите страны. В учебном заведении работает Центр дополнительного образования, проводятся творческие и спортивные занятия. Все классы и лаборатории оснащены современным оборудованием. Виктор Золотов пожелал ученикам успехов и удачи. В завершении семьям вручили ценные подарки. Вот этот базис знаний, который вы получаете, он вас потом долгие-долгие годы будет сопровождать, потому что мозг у молодого поколения заложен так, что он впитывает и очень долго держит и сохраняет вот то, чем он напитает. Знаете, вот говорят, я знаю, время растяжимо, оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его. Вот это очень важно. Вот чем вы наполните, тем потом вы будете питаться. Поэтому я желаю вам, конечно же, успехов, удачи, счастья. Ну и, конечно, те, кто выбрал такую профессию, Родину защищать, служить своей Родине, конечно, это очень почетно, очень важно и значимо. Поэтому вам за это низкий поклон и огромное-огромное спасибо. Рамадан – время духовного очищения. Это главный мусульманский праздник. В этот период верующие посвящают себя молитве, благим делам и благотворительности, проводят время с близкими. О том, как прошел пир и ифтар в обычной чеченской семье, расскажет Медина Мударова. В месяц Рамадана Аллах проявил особую милость, ниспослав Коран, священное писание, являющееся руководством для людей и разъяснением прямого пути, помогающее людям различить добро от зла и истину от лжи. В это время, как известно, благие дела увеличиваются многократно. أمرو دالا برخی یلسمانی کیچوی برخی یلسمانی نعش حایلی جور جورت نیا دعقولی دق إبليس ناتون اسكشنا غنرشتوخي زعنشتوخي أستيبان دالا شقيوش بالشيقي هيتم كما شوتي يلخوش قيتم تي بيلخوش بوت بوير. С закатом завершается и пост у мусульманина. К разговению хозяйки подходит основательно. Асма и Берланд уже начали приготовление к ифтару. Все необходимые продукты есть, осталось только сварить. Это свекровь с невесткой любят делать вместе, помогая друг другу и делясь новостями за день. Галушки из кукурузной муки – любимое блюдо Хасхановых. Вкусно, сытно и хватит на всех. Никого не оставит равнодушным, но к ним кое-чего не хватает. Главный ингредиент – мясо. Его Берланд готовит особенно искусно. У меня ножка, она у меня заранее была маринована. Я ее в морозильник положила до нужды. Сейчас будем печь. В течение года семья с нетерпением ждет Рамадана. В этот священный месяц каждый пытается позвать гостей к себе, ведь за одного постящегося, которого мы накормили, обещано большое вознаграждение. Хозяйки вложили душу в свой ужин, остались последние штрихи. Время уже близится к ифтару, осталось всего 5 минут. По сунне сначала семья разговляется фиником и водой, благодарит Аллаха за возможность поститься, совершает вечернюю молитву и садится за стол. К слову, он уже почти готов. Первый день священного месяца уже подошел к концу. Впереди мусульман ждет время, полное любви, мира и добра. Медина Мударова, Резван Насипов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.